Бочкарев Иннокентьев Родион Николаевич родился 21 марта 1952 года в селе Барагонцы Усть-Алданского района Якутской ССР. Окончил Крест-Хаджайскую среднюю школу и в 1970 году поступил на физическое отделение физико-математического факультета Якутского государственного университета. После окончания университета работал учителем физики в средней школе номер 26 города Якутска. В 1977 году поступил на должность старшего лаборанта в отдел физики и механики полимеров Института физико-технических проблем Севера. В 1989 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата физико-математических наук. В 1992 году по приглашению руководства физического факультета ЕГУ перешел на работу в качестве доцента кафедры физики твердого тела, которая впоследствии была реорганизована в кафедру физики материалов и технологий сварки. Родион Николаевич является одним из известных художников республики, ветеран университета, отличник профессионального образования Республики Саха-Якутия. Отец мой был тоже неординарный товарищ, он родом из семьи кузнецов, железоделательных. Эрекюрер Ус, это его прадед в тюлярском наследии жил, и он прятал манчары 2 года. И вот его обредил, одел сбрую, оружие, это самое, лошадей там прочее, и обратно пустил манчара. Вот этот был известный кузнец. И вот Бочкаревы, они все эти кузнецы и очень умелые люди по-своему. Отец мой был вообще тоже знатный кузнец. Ну и я тоже, в принципе. Вот знаете, вот это такой вот этот значок. Вот маленький значочек. Ага, нет, не знаем. Такой значочек, это штук 15 только в Якутии. Дается только тем, кто по якутскому методу плавил железо. А я первый в Якутии последние годы, вот эти 90-е годы, первым, допустим, из 3 человека мы плавили это по якутской технологии железо, и я один остался живой в данное время. А вот печка, она вот такая. Вот эта печка, которая, допустим, вот эта вот настоящая вот якутская печка, которую раньше строили, это высокотехнологичная и очень сложная конструкция. То, что вот показывают на этих цехах, фестивалях какие-то, быстро-быстро за день маленькую вот эту печечку такую вот сооружают, делают вентиляторами, пылесосами обдувают и получают железо. Это на самом деле совершенно халтура. А это вот делалось, вот эта печка, это строилось за несколько месяцев до того самого. Летом строилось, в конце июня. А плавка производилась в конце сентября, начале октября только. Вот эта печка должна выстоять, допустим, делать. И она вот конструкция совершенно другая такая. Вот так не строят, допустим, вот это за время цеха за один день. Надо сделать яму, вот куда вот сливается железо, яму, в которой там стоит человек, который с этими мехами должен работать. Все это, допустим, и вот высотой, допустим, на вот это 2-3 метра, а было, допустим, даже самое, почти что 16 метров даже строили, было в свое время. Правда, выход был железо совсем маленький, производительность не очень большая, потому что как передавался вот этот опыт? Устно. От деда к сыну, это самое, внуку, допустим, да, вот это. И это у них, допустим, получалось онер-маннык гнар это. Вот в 80-х, 93 году мы поехали. Это самое. Вот дед, который в свое время, в 27 году, был маленьким пацаном, и он за своим дедом бегал,
и они плавили железо по якутскому методу. Методу. В то время, после гражданской войны, вся логистика была разрушена, никаких товаров, никакого-то дефицит всего, чего угодно, в том числе и железа. А железо это что? Это ножи, топоры, Да. косы, даже иголки. Для инструментов. А как это без железа жить? И вот, оказывается, по Якутии, по разным местам проводили плавки по старому якутскому методу, который был, честно говоря, прерван где-то в 1870 году. В то время, когда начали массово завозить заводское железо из Иркутской губернии. И оно было намного дешевле по себестоимости, чем якутское железо. И поэтому получилось, что, допустим, да, якуты перестали делать железо вот тогда, допустим. Потом, лет через 50, 60 даже лет, из-за нехватки железа, если, допустим, нарушение торговых таких связей, опять-таки начали делать железо. Это вот делали вот около Покровска, за этим самым заводом, а там прочее, около Якутска, да, несколько. Вот река Сола есть, допустим, да, там это центр железоделательный. У нас в Тампотском Улусе, в Мегиналдане, местность Давачима, там долго стояла печка, вот это, которую я вот еще в детстве видел, эту печку, допустим, делать. Ну и вот в Вилюйских районах, это вот Верхний Вилюйск, Нюрба, Сунтар, вот они делали, допустим, железо, вот, начали делать. Это и вот этот дед, допустим, вот у него уже никаких записей нет, ничего. То, что делал его дед, мы должны были четко, точно выполнять. И вот он, допустим, как вот эти, какое землю копать, найти. Мы 3 дня искали подходящую, допустим, на вот эту землю, глинистую землю, с тем, чтобы вот делать. Там, получается, вот эта яма сначала делается, а потом, на самом деле, раз они делали вот большое дуплистое бревно, спускали, потом засыпали это землей плотно-плотно, потом сруб еще плотно, сверху вот из кирпичей делали трубу. А потом, допустим, эту яму мы поджигали, и там выжигалась шахта такая, допустим, да. И это должно было быть время, все это должно было быть. Но мы там достаточно быстро это делали, но тем не менее получилось, вот, ну, естественно, таким образом. Такое дуплистого дерева мы не искали, а соорудили из досок вот такой немножко коническую такую форму. Сделали, но потом во дворе школы Хагаласской вот, наслега, вот, Нюрбецкого улуса, мы вот эту печку поставили, не очень большую, по сравнению с теми, допустим, где которые они бы делали. И вот делали вот эту самую плавку. Но пока плавку делали, умер в соседней деревне Акана другой дед, который тоже был потомок этих древних металлургов. И вот тогда вот старик, который наш, допустим, я отдыхай балла, миген олким Николай Дебарар был. Если через год вы останетесь живые, вы долго протянете. Он сам взял и в ноябре ушел. А потом парень, который со мной, допустим, инженер наш, нашей кафедры, у которого были все материалы этой экспедиции, фотографии, подписи и прочее, образцы руды, образцы вот это, плавленные железо и прочее. У него было, он жил в общежитии вот этого якутского филиала Академии наук.
А я тогда вот еще такой был, туда куча дел было. Вот я был тогда еще и депутатом горсовета, руководил вот этим строительством этого корпуса факультета естественных наук. Ездил в Югославию, вот 1,5 месяца я в Югославии был. Пока вот там был, оказывается, Вася шел по улице проспекту Ленина, около Тюмада, взял, упал. А у него сердце было слабое. Тоже. Упал, и говорит, как пьяница, никто к нему не подходил. Так он и умер. Его как неустановленное лицо похоронили. Все вещи его потом через неделю взяли из общаги, выкинули материалы экспедиции и все. Так что вот, а потом меня в июне, вот когда вот это ударила строительная машина. Выскочила, ударила, протащила метров 6 назад нас на машине. Рядом со мной сидел вот эта 9-месячная беременная женщина из Хангаласского улуса. Дуровой, то банедях. Головой пробила лобовое стекло и упала на асфальт. И она первая опомнилась, вскочила на ноги и дверь Открыла. покореженную она руками вырвала, меня вытащила. Это вот МЧС этими всякими шипсами специальными Она голыми этими руками. делает, вытаскивает. А она меня руками вытащила и так спасла. Я вообще-то, мне в глазах все вот такое было. На самом деле. Вот так что вот я считаю, что я должен, значит, Хамралла Эпитнен должен долго еще жить. Да. Потом я вот ребят всех это тоже учил. Многие вот эти кузнецы, которые у нас в Якутии есть, это мои ученики. Многие. Правда, я давно уже не махал молотом, лет 20 уже все. Раньше я сам тоже сам. У меня ножи на даче есть, на это самое есть, там прочее. Свои ножи это у меня дома даже нет. Блин. Тоже народ, сапожник без сапог называется. Вот. Но, тем не менее, допустим, да, за этими знаком, со всеми этими кузнецами, имею связь. Ну вот, допустим, тут у нас кафедра физики твердого тела называлась. Вот металловедение и там прочее, с научной точки зрения. Я вот это учил и там прочее сам делать. Да? Вот. Физика в 60-х годах это все-таки была достаточно такой авторитетной вещью, допустим, в космос полетели, эти многие вещи были именно в точки зрения технологии и там прочее. Вот это, все это с физикой связанное было, допустим, да. И вот чтобы это быть более такой связанным там, с будущим страны, это надо быть, хотя бы самую физику надо четко знать и там просто делать и работать, допустим, да. И тогда вот это самое, ну и по физике, математике, механике вообще-то у меня неплохое было, хотя я вообще по всем вообще-то предметам был не то, что лучше, ну так, да, был такое самое делать. Вот, например, должен был Барагозов, должен был быть круглым отличником, был отличником круглым. Должны были меня в Артек, вот допустим, записать, но пустили сына одного из чиновников районного управления образования, отправили вместо меня. Да. Ну, это тоже такая же история, практически в Красноджае тоже, допустим, да. Я должен был получить медаль, это самое делать. Сказали, будешь медаль, допустим, получить. Но взяли меня, химию взяла, допустим, на тройку меня переправили, годовую, с 4 на 3. Вот это. А это самое дело, с тем, чтобы медаль получила, вот, опять-таки, своя, это самая, старая уже земля, это ихняя, допустим, да. Но я с ними, допустим, да, в хороших отношениях, она одна классница моя,
и братьями, допустим, да, вот сейчас, и тоже хорошие. Но один уже у нас умер, причем доктор наук, на самом деле. Он-то меня обожал, потому что я его, он младше меня был, но я с ним его курировал и там помогал ему в свое время. А потом он уже стал доктором наук, а я вот кандидата остался, допустим. Делал, пытался вот в МИФИ поступить, но мне сказали, у тебя несистематическое знание математики. Честно говоря, у меня логика не совсем хорошая. И я поступил потом в физмат здесь, физику поступил. В принципе, вот тот был старостой, и до сих пор остаюсь старостой курса. То через меня идут связь, эти все эти дети называются оғылар. Оғылар все вот такие уже. Многим уже нет, конечно. Физику преподавал, и вот эти любил делать. Вот эксперименты тогда еще у нас оборудование было очень такое примитивное, но вот сам делал, допустим, вот эти мотал провода, ты делал магниты, там прочее делал, сам делал. Показывал там по столу, ты бегала все это, прыгала, допустим, да. Вот показать. Это оборудования стандартного не было, но вот так можно было делать, допустим. Делали своими руками. Это своими руками делал, допустим, да. Меня вот поддерживала вот Слепцова Мария Серафимовна, она была методист главный, этот самый там образование там, городского ГРАНО, допустим, да. Вот, допустим, Родион Николаевич, вот это вот так надо вести, допустим. А другие, допустим, да, которым надо было только отчет, это самое, они меня ненавидели. Потому что я вот это ставил без всяких, допустим, двойки, тройки, спокойно. Вот если кто, допустим, кто старается, да, пятерку, пожалуйста. Вот. А если не старается, что здесь? И не знает, и ничего сказать не может. Ну, самое больше тройка. В школах у нас это такое, не совсем приветствуется такое прямое. А? Поэтому и выгнали, да? Поэтому и выгнали. Пришел на кафедру, я был его спасителем. Я стал единственный кандидат наук, который ввел ведущие эти предметы того всего. Поставил заново лабораторию. От лабораторной работы тоже все это нет. Честно говоря, завалили ребята. А так-то, в принципе, надо же руками действовать. Там прочее. Правда, я часто старый стал и там разленился. Но, тем не менее, вот эта стандартизация сертификации, вот я поднял, у меня 12 лабораторных работ, которые были придуманы отсюда, в принципе. Нету нигде такого курса, который, допустим, да. У нас практически все эти вещи, которые, допустим, идут, скажем, допустим, линейные измерения, весовые измерения, допустим. Это вот такие вещи, которые касаются всех, но других это почему-то так не смотрят. Но вот я тем самым, допустим, весовые измерения, это понятие вот, аттестация, поверка и там прочее, это калибровка. Вот это идет вот, по линейным измерениям понятие эталона, вот передача размера физической величины, там, вот, его, там, вот, методически, кроме как просто даже сам делать. Откуда метр, откуда секунда, откуда человек должен знать. На самом деле многие вещи делаются, кто-то взял и сказал, пусть будет так. Потом практически насильно всех заставляет вот этой гребенкой работать. Стандартизация – это вот, честно говоря, научная основа, кроме как системы предпочтения чисел, на самом деле никакой науки и нету. Это вот основа, получается, вот эти соглашения, договор между людьми, между обществом. А это вот надо понимать, а вот с другой стороны, получается, вот стандартизация – это очень важная вещь. Почему? Вот, допустим, у меня, например, такая
история случилась. У меня был Kia Sportage, этот корейский внедорожник. Скрутился подшипник упорно-радиальный. Я разобрал, смотрю, а там американская деталь. Корейской машине. Я пошел в магазин, вот это 14 регион, и там, получается, этого же номинала подшипников 2 китайское производство, 2 японское производство и 1 российский. Российский 1,5 раза дешевле, чем китайский, это японский 1,5 раза дороже, чем китайский. Но я российский поставил, и вот этот джип, который потом вот передали младшим родственникам, он до сих пор бегает, на самом деле. Но вот стандартизация, видите, допустим, получается, допустим, по всему миру какая-то договоренность. Вот такой вот этот подшипник должен быть именно таких размеров, такие допуски до тысячной доли миллиметра. Технология обработки этой поверхности, шероховатость, это самое, допуски цилиндричности, профильного продольного сечения и тому прочее. Все должно вот совпадать. Это делают и китайцы, и там прочее, и зимбабвийцы, и кто там делает, бельгийцы. Все одинаково делают. Это вот стандартизация. Это вот вещи, которые, очень много вещей, которые это вот идет. Почему было принято то, и как это все это идет, как это претворяется. Куча стандартов, которые происходят, допустим, международные стандарты, междугосударственные. Вот мы, допустим, у нас таможенный союз, так называемый, у нас многие стандарты, которые идут, допустим, это, скажем, у нас стандарты с Киргизии и даже Украины у нас одинаковые. Хотя в других, допустим, странах, немецкие, у них немножко по-другому, это немножко по-другому. Там есть различия некоторые есть, но вот международное сотрудничество, получается, вот, Всемирная торговая организация вот эти вещи регулирует. Эти вещи надо знать, с одной стороны, а с другой стороны, правильно применять. В первую очередь, прогресс в информационных технологиях. В то же время идет прогресс в микро таких технологиях, нанотехнологии и там прочее, допустим, да. Вот, к сожалению, мы, Якутия, находимся достаточно далеко от центров технического развития. И вот то, что, допустим, у нас ЯГУ, университет, это, с одной стороны, очень большой, хороший университет, и вот это готовим специалистов по огромному количеству разных направлений, начиная от филологии, кончая, допустим, правоведением, прочее. И с другой стороны, получается, допустим, вот эти вещи, то, что, допустим, наши вот эти работают по информационным технологиям, там прочее, это хорошо, но вот довести до производства желательно было бы, но вот как это сделать, у нас пока не хватает ни средств, ни того, что делать. Не хватает специалистов. Просто-напросто у нас пока нет специалистов. У нас очень большой перекос на гуманитарные науки. Даже в Америке и в других европейских ведущих странах отмечают, что, оказывается, молодежь разучилась работать руками. Могут по кнопкам, допустим, делать, допустим, а вот самим что-то изобразить руками не могут. Вот когда, допустим, здесь ходишь, допустим, с ребятами здороваешься за руки, очень мало пацанов, у которых нормальные руки. Вот у меня, допустим, рука вполне нормальный, допустим, человек. Допустим. А вот современная молодежь, рука вот такая узенькая, слабенькая. Это мне, честно говоря, не нравится. Вот, допустим, сейчас даже американцы поняли, и вот уже жалоба. Например, оказалось, люди, которые сейчас есть специалисты, не умеют читать чертежи. В 70-х, 80-х годах были сделаны очень много
хороших вещей, допустим, спроектированы на бумаге карандашом, сделаны, а сейчас современные науки, это умнейшие молодежь читать не умеет, не понимает, что там изображено, как это изображено, как это сделано. И это у нас, допустим, тоже опять вот Луна 25, допустим, да. Почему упала? Хотя технология у нас давным-давно, это уже сколько лет это было, уже лет 60 тому назад наши спокойно садили на Луну эти делать. Да. Но все же ведь на бумаге, на ватмане, карандашом сделаны были. Расчеты были, допустим, да. А сейчас с этими компьютеры, все, технологии высочайшие, там, прочее. Делают не так. Голова не так работает уже. Это вот такое, допустим, а у нас в университете, в Северо-Восточном университете, у нас свои, конечно, проблемы есть, которые несопоставимы, с одной стороны, с мировыми, вроде бы не такие региональные вопросы, но с другой стороны, получается, и вот вещи, которые капитальные, фундаментальные, связанные со всеми этими странами, со всеми этими вещами. У нас все-таки делать больше упор на технические науки, больше, допустим, делать сам идет. И на производство, допустим, даже таких мелкие, хотя бы какие-то вот такие производственные цеха даже при университете. Вот, допустим, вот у меня страшная черная зависть. Иркутский государственный технический университет. С этой стороны у них вагоностроительный завод. Сейчас новые там эти электромобили, там прочее, поезда начинают делать. Это все вагоны, которые наши возят. С другой стороны, авиастроительный, там Су-30, Су-35, 37-е строят. Студенты ходят, почти все пацаны работают, подрабатывают там токарями, там прочее, потом участвуют в такой производственной сфере этих самых обсуждений проблем, как это решать, какие-то задачи там всегда встают, допустим, да. А мы своих студентов куда можем направить? Нету, некуда. Абсолютно. Вот это, допустим, мы висим в воздухе, висим в каком-то пространстве, которое у нас, получается, не совсем ни к селу, ни к городу. Получается, что мы эти вещи не можем выполнить. Вот. В то же время, на самом деле, я был, вообще-то, сначала был полимерщиком. Вот и когда после университета я работал 2 года в школе, у меня было очень много экспериментов, я показывал на столе, вот куча народу стояла вокруг постоянно, у меня всегда был постоянно шумно, там прочее. Но некоторым детям это вообще ничего не надо было. Вот большая часть у меня вокруг меня бегала, а часть народу вообще самое. А я ставил спокойно, допустим, кто не очень-то хорошо делает, 2, на тебе, 3, пожалуйста. Вот ты наш ребенок, который должен идти на медаль, Институт физтехпроблем Севера попал, стал участвовать в экспериментах по использованию, применению полимерных материалов и конструкций в условиях холодного климата. И вот это тут большая программа была, вот эти Советский Союз, все это очень внимательно к этим вещам относился, и вот это у нас вся эта система работала. Так, допустим, я вот участвовал в программе по Бурану, это птичка наша, вот эта многоразовая космическая. Ездил по многим
военно-промышленным таким заводом, в том числе вот НПО «Энергия», в котором вот этот Буран как раз и проектировался, там прочее, прочее. Допустим, да. В Нижегородскую губернию часто ездил. Так что я по ВПК я вот посмотрел, как это делать, там прочее. И с госстандартом имел тоже, допустим, большие отношения, связи. Вот. Но потом в 90-х годах началась такая система, что у нас вся эта и наука, в том числе, все пошло под откос. Очень много народу уехало за границу, в Америку, в Израиль, там, в Европу. Это самое делать. У меня докторская была уже готовая, должна была быть сделана. А с другой стороны, вот в институте, допустим, у нас с финансовыми начали урезание. Хотя вот моя лаборатория работала и деньги зарабатывала. Другие лаборатории не имели никаких финансирования. Но они получали по максимуму, моя лаборатория все время по минимуму. А почему, интересно? Я был не согласен и потихоньку ушел. А вот это у меня вот университет начали. У нас кафедра физики твердого тела. Знаете, кто у нас в детстве был? Вот, например, Ниргун Тимофеев. Кто такой? Ниргун Тимофеев. Спикер был, допустим, Спикер, да. Сама. Бурсов Николай Николаевич. Кто был министром, там прочее был, допустим, да, вот это, республики. Вот. Андрей Савин, допустим, да, вот, кафедру философии возглавляет. И так далее, подобное. Допустим, у нас куча народу, которые ушли в правительственные структуры, там прочее, прочее. И кафедра осталась без единого доктора, без единого кандидата наук. И стал вопрос о закрытии кафедры вообще. И вот меня начал Суздалов Иннокентий Иннокентьевич сильно меня просил. И вот под однажды, допустим, ладно, допустим, взял и перешел в университет. Я 8 спецкурсов вел. Это вообще, и это получается вообще 3 нагрузки. Но платили одну нагрузку. Вот на западных, допустим, на этих больших институтах, если человек начинает какую-то дисциплину впервые для своей жизни, ему платят дополнительно пол оклада. Дополнительно. А я 8 этих дел, которые до этого не ввел. То есть мне 4 оклада должны были еще дополнительно платить. Но я вот получал только 1 оклад и все. Вот, допустим, да. Вот такой. А тут еще вот получилось, что, допустим, тоже опять-таки специалисты все разбежались, а тут начался такой проект по строительству вот этого корпуса факультета естественных наук. Оказался в университете единственный человек, который более-менее сведущий во всех этих вещах. Это я. И меня назначили председателем экспертной комиссии университета по проектированию, строительству и оборудованию этого корпуса. И я вот это проводил, допустим, да, вот с Николаевым и Румянцевым, которые были архитектором, это строительство, вот это проектирование корпуса. И вот такое, допустим, например, такая вещь. Этот корпус должен был быть 5-этажным и 3 корпуса, соединенных теплыми переходами. И должна была быть вот за этими домами кончаться. И вот тут еще дома были, тут дома были. Мы должны были что сделать? Вот нам давали, это Михаил Ефимович, 38 миллионов долларов. И мы должны были за 1,5 года построить вот этот корпус. А у нас что получалось? Допустим, получалось, что мы должны были сносить
деревянные дома, тут куча, допустим, одноэтажные. И по жилищному кодексу того времени мы должны были каждой семье с носимой представить квартиру по составу семьи, причем благоустроенную. Вот, например, вот тут двухэтажный дом стоял, допустим. Например, в одной однокомнатной квартире жили старик со старухой, дочка с мужем и ребенком, и сын с женой и с двумя детьми. В однокомнатной деревянной, частично благоустроенной квартире. И университет должен был из своих фондов выделить им квартиры. Вот старикам двухкомнатную обязательно. Так, вот это самое, дочке тоже двухкомнатную. А это сыну, допустим, трехкомнатную. А у нас где? Это жилищный, допустим, да. Нам же копейки не давали. Был у него там стандарт, потому что вот эти пожарные лестницы для этих подвижных пожарных машин до 5-го этажа. Вот лестница доходит. И ограничение вот, здания здравоохранения и образовательные не выше 5-го этажа. Да. Вот тогда же параллельно нам строился вот этот самый, проектировался медцентр. А тут в городе, где-то в Златоусте, кажется, выпустили партию машин до 7-го этажа лестницы. И этот, хоп, везде начали семиэтажные дома. Да, вот это медцентр тоже моментально переориентировали на семиэтажный. Мы тоже вот здесь, допустим, вот этот корпус начали конструировали, чуть-чуть немножко сделали вот эту конфигурацию другую. Там против вот эти музей Мамонта, того всего, там прочее немножко по-другому, это все по-другому сделали. И сделать это. Чуть-чуть, мы где-то десяток тысяч кубических метров, квадратных метров, допустим, да, потеряли на 7 этажей, но более-менее так якобы ужались. И мы вот эти многие дома не стали строить, трогать. Только 2 таких дома, которые были там двухквартирные деревянные дома, 4 семьи. Ну, по разным освобождаемым квартирам мы там их разместили. А потом как пошло? А потом же пошла вот этот жилищный кодекс поменялся. Стали каким образом? Вот эти однокомнатные квартиры, им дали столько денег, вот стоимость вашей квартиры. Все. Вот что-то, покупайте комнаты себе там где-то коммунальных, там прочее. Вот это ваши заботы, потому что это ваша забота делать. А тогда вот советская еще, получается, такой отголосок, мы должны были дать им бесплатно квартиры, допустим, по составу семьи. Ну, это такая самая система. Ну, вот это, когда этот корпус строили, тоже опять-таки у нас с пожарниками, допустим, тоже. У нас огромное количество входов. Это вот первый раз, допустим, вот это строили. И вот когда мы построили, пожарники 3-4 раза в год устраивали здесь свои учения. Вот с секундомером бегают, и там эвакуация студентов, того всего, допустим, персонала, насколько ты сам норматив укладывается, не укладываетесь. Но, слава богу, потом построили другие еще здания, корпуса, там против по здравоохранению. Там, правда, больницы их не трогают, они там, эти больных там таскать. А вот студентов, пожалуйста, вот на минус 50 градусов, все вот такие легенькие там прочее, это на улице там стояли, там, по полчаса там выгоняли, на самом деле. Ну вот такая, допустим, да, вот эти железные двери, туда-сё, там прочее. Последними в это самое сделали винтовую лестницу в атриуме. Атриум же тоже такая система, которая очень много, допустим, да, вот это проела в голову. Я лично вот составлял договор на $45 000. Знаете, на что?
на сетку на уровне второго этажа. Потому что тоже, допустим, такое самое. Опасно же. Вот атриум такой красивый, там каждый семестр будут девочки прыгать. Да не будет, допустим, никто не прыгать. Нет, на самом деле никто так и не прыгал. Ну, конечно, красиво там лететь, там. Ты шмякни там лепешка среди такой толпы. Вот мы благополучно построили вот этот корпус. И вот моя основная задача была это вот расстановка оборудования, экспликация называется. Каждое из вот этих помещений должно было быть конкретно где-то должен стоять вот этот прибор. Вот этот прибор на самом деле должен был стоять вот здесь, допустим, он у нас стоял сначала. Мы его 4 года эксплуатировали, но потом. Ну, это печальная история, конечно, ладно, это самое дело. Это другое, это самое дело. Вот у нас вот 118-й пол сделан 1,5 метра толщиной, местами. Почему? Потому что там, видимо, какие-то устройства стоят. А там нет, там стоят эти свинцовые камеры для гамма и это самое там. Излучение. Вот излучение, допустим, да. Свинцовые, 5-тонные. Вот и каждое помещение вот, считалось, вот какая вот, каждый сантиметр считался. Почему, допустим? Ну, потому что вот сантиметр, вот, скажем, здесь у нас 40 квадратов, допустим, на сантиметр, это вот 800, так само там. Ну, получается килограмм, допустим, да, дополнительно, ну, там даже больше получается, там, камень же, допустим, да, ну, полторы тонны цемента должно быть дополнительно. А это все стоит денежек. И там все это мы считали, допустим, да, все это, каждое помещение, где сколько народу будет, какое оборудование будет, и там прочее. И вот это такое самое. Вот почему был вот создан вот этот экспертный совет? Потому что вот такого проекта практически в мире не было. Это впервые такие вещи начали делать, допустим, да. Раньше делалось все так по стандарту. Вот эти стандартные школы, стандартные там прочие вещи, допустим, да. А вот когда начинаются вот эти новые какие-то самые, еще технологические какими-то приборами, вот у нас, допустим, там станки стоят токарные, прессы гидравлические, печки там всего там прочее. Вот это наша кафедра, мы занимались вот этими металлами, там прочее, самое это, технология вот этого производства, переработки металлов. И вот получается, допустим, у нас тяжеловесное оборудование, и вот выше первого этажа нашей кафедры никогда не подниматься. Да я практически вот это вообще на 7-й этаж не поднимался уже года 3 наверняка. Хотя это весь наш институт. И многих молодых я вообще не видел в глаза. Вот такое самое дело. Но вот получилось таким образом, что, допустим, да, пошло. Вот в 112-й комнате стоит у нас электронный микроскоп. Правда, он уже не действует, ну, потому что любой прибор имеет срок давности. И вот, допустим, вот этот компьютер, тогда был, ой, ты что, 386-й IBM, 120 мегабайт памяти, охренеть же такая большая такая память. А сейчас 120 мегабайт, сколько это? Ну, вот, допустим, если мы там смотрим, допустим, скажем, вот это вот. Вышка. Вот, это вот 54 гигабайта. Это вот получается, носим. В кармане носим уже. 200 раз больше памяти, чем в этой компьютере. Вот это идет, допустим, прогресс, и потом, допустим, да, вот получается вот эти вещи,
они быстро устаревают. У нас свои, конечно, проблемы есть, которые несопоставимы, с одной стороны, с мировыми, вроде бы не такие региональные вопросы, но с другой стороны, получается и вот вещи, которые капитальные, фундаментальные, связанные со всеми этими странами, со всеми этими вещами. У нас все-таки делать больше упор на технические науки, больше, допустим, делать сам идет. И на производство, допустим, даже таких мелкие, хотя бы какие-то вот такие производственные цеха даже при университете. Вот, допустим, вот у меня страшная черная зависть. Иркутский государственный технический университет. С этой стороны у них вагоностроительный завод. Сейчас новые там эти электромобили, там прочее, поезда начинают делать. Это все вагоны, которые наши, с другой стороны, авиастроительный, там Су-30, Су-35, 37-е строят. Студенты ходят, почти все пацаны работают, подрабатывают там токарями, там прочее, потом участвуют в такой производственной сфере этих самых обсуждений проблем, как это решать, какие-то задачи там всегда встают, допустим, да. А мы своих студентов куда можем направить? Нету, некуда, абсолютно. Вот это, допустим, мы висим в воздухе, висим в каком-то пространстве, которое у нас получается не совсем ни к селу, ни к городу. Получается, что мы эти вещи не можем выполнить. Вот. Можно было даже похвастаться, допустим, да. Там это, зайди-ка там во дворе, это там на шкафу, допустим, висит китайская грамота. Знаешь, что такое китайская грамота? Ну, увидишь, сразу поймешь, что такое китайская грамота. Получил в Китайской академии живописи в Пекине грамота. Вот, отнеси-ка вот сама. Она от многих, допустим, да, на самом деле. Ни одной подписи. Почему? Печати у них есть. У каждого своя печать, личная печать. А так-то у них там получается подпись такая вот, чик-чик-чик-чик. Все. Что там смотрят? Любой человек может его скопировать без всякого, допустим, да. А у них там самое дело. И вот здесь написано Бочкарев Иннокентьев, Родион Николаевич. Вот понятие китайской грамоты.